Танцы бывают разные, но вне зависимости от жанра нужно уделять огромное внимание тренировкам, а танцорам нужно регулярно наращивать свое мастерство. Гора новостей в Уфимской коррекционной школе-интернате номер 13 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Здесь проходит мастер-класс по танцам на колясках для танцоров разного уровня подготовки. Почему ты занимаешься танцами на колясках? Потому что это очень интересно и очень энергично, весело и интересно из-за этого. Какие танцы вы танцуете? Ограничений нету, есть танго, есть медленный вальс, там ограничений нет, можно и стоя, можно и на коляске танцевать. А что будет, если ты будешь танцевать на обычной коляске? На обычной коляске неудобно, потому что она не так быстрая и колеса очень медленные. А на такой коляске можно по улице ездить или только для выступлений? Да, конечно, можно. Она удобнее, чем обычная. Зажечь так способен далеко не каждый артист, но здесь этому могут научить. На мероприятие приехали танцоры из спортивной школы номер 25, ребята с нарушениями опорно-двигательной системы и курсанты Уфимского юридического института МВД России. Все для того, чтобы доказать, что нет ничего невозможного. Для того, чтобы танцевать на коляске, нужны какие-то критерии? Нет, основной критерий – это просто желание этим заниматься. То есть мы не все колясочники. Танцами на колясках занимаются не только колясочники, но и те дети, которые плохо ходят. Главная их болезнь – опорно-двигательный аппарат. Расскажи о своем выступлении. Я в танцы пришла совершенно недавно. Это мое первое выступление. Я очень переживаю. Мы танцуем с курсантами МВД, и это мой первый опыт. Сколько нужно тренироваться, чтобы участвовать в выступлениях? Мы тренировались по 3 дня в неделю, по несколько часов. Буквально вчера мы занимались 4 часа беспрерывно, чтобы подготовиться хорошо. В рамках программы Федерации спортивных танцев на колясках «Азбука танца на колясках. Продолжение» при поддержке фонда президентских грантов организовали настоящий танцевальный фестиваль. Сюда приехали спортсмены и из других городов. Этот спорт является эффективным способом реабилитации и адаптации людей с ограниченными физическими возможностями. Танцы на колясках – это отличный способ укрепить физические возможности и раскрыть творческий потенциал. Регулярно проходят соревнования по этому виду спорта. Да, танец – это тоже спорт. Для того, чтобы движения казались плавными и грандиозными, нужны большие физические усилия. Вдохновляет, правда? Ульяна Кузьмина и Александр Бекбаев специально для «Горы новостей».